К другим темам. 1500 квадратных метров жилья построят в этом году в Анабаре. Ключи от новых квартир получат молодые семьи и специалисты. Переедут в новые дома и дети-сироты. Строительство домов началось в районном центре поселке Соскылах и поселке Урюнхая. Подробности далее. Сезон стройки в поселке начинается с 1 марта и длится лишь несколько месяцев. Чтобы успеть возвести жилые дома, трубы, строительные материалы, древесину приходится завозить в период навигации на год вперед. Темпы строительства также ускоряются за счет новых технологий. В условиях Крайнего Севера строят дома без усадки. Дом без усадков практически, из-за этого она сразу обшивается, утепляется. Благоустроенные дома. Ну, тут сложновато тем, что это вечная мерзлота, 50 сантиметров уже начинается, поэтому сетки будут стоять снаружи, будет закапываться. Всего в этом году планируют построить 1500 квадратных метров жилья. Ключи от новых квартир получат молодые специалисты, семьи и дети-сироты. По немецкой технологии строится. У них, видите, прослойка, воздушная прослойка. У него эта пленка образуется. Вот. И держит тепло, Между тем остается открытым вопрос переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. До 2012 года из-за отсутствия специалистов в районе аварийным не был признан ни один дом. Работа в этом направлении началась лишь в этом году. Мы отстали от других районов по выделению финансирования по этой программе. И сейчас в планах стоит максимально включить жилой фонд в эту программу. Мы на сегодняшний день включили 23 дома по району. Это 12 домов в селе Соскылах и 9 домов в поселке Урюнхая. Признанные аварийными жилые дома войдут во второй этап программы переселения. Работа начнется с 2018 года. А пока в республике завершается первый этап программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Розалия Борисова, Егор Никифоров, НВК Саха, Анабар.